Fevzi ağa, aytın sözü adını. Fevzi Limанович Сижилов, да. Siz kaçıncı yılı doğdunuz? 1951. Siz çıkaran oju babanız hakkında aytınız. Kim edi sizin babanız? Бабам кирпичный мастер в основном с детства. Когда фанерные самолеты летали, падали, он с этой фанерной самолета скрипички маленькие делал, одну струну зацеплял и зангалах мог играть на нем. Это что? Такая есть мелодия. Мелодия, танец? Танец, очень крутой танец. Его не каждый может танцевать. Ну вы видели, как его танцевать? Я видал, так танцует, да, что такого человека второго я больше не видал. Ну как его танцует? Вы сможете показать? Он просто вот так встает, и давление аж поднимается красное, когда начинает музыка идти, и вот так прыгает. До такой степени прыгает, как будто коленки не работают, руки не работают. Вот так вот. Чем выше, тем лучше. Представляете? И в разные стороны прыгает. Такой танец я больше не встречал. И такого танцора больше не видал. Мустафа Ага был у нас в Ташкенте. И вообще сын Дарвин, сосед был наш. И вот когда тогда я специально ходил, маленький был, 4-5 лет, он до такой степени танцевал это на галах, всю душу отдавал аж, все отдавал. Это надо видеть. В каком году родился ваш отец? В 1924. Да? Нет, в Кокозе. Кокозе, да? Да. В каком квартале, не знаете? Нет, там 2 двухэтажных дома было, дедушкина и его. И вот когда... А вашего отца кто научил? А его природа научила. Аллах Таля. Он, когда фанерный уже сделал скрипки, и отец говорит, уже тебе на свадьбе таскают, ты как клоун там, да, галах чаласын, они деньги зарабатывают, а над тобой, как над клоуном, смеются. Но уже зинатын, говорит, башладын, уже сен ташламасын был зинатын. Сен уже, говорит, тебя спортили полностью. Значит, говорит, только айтма, вот это слова, что джиматам ярамай. До сих пор думаю, почему он так сказал дед. Ну, беком-то в каждой нации ярамай дамлар бар. Правильно? То есть он не заканчивал ни музыкальный... Ничего не заканчивал, как да. он научился вот эти все песни? Откуда он знал? Я тоже не могу сказать. Может, отец пел, может быть, мать пела, может, бабушка. Раньше все пели дома. Даже вот за забором белье вешает. У Ибраима Ага был же этот муфти первый, Крыма, самаркандский. Я ему задал вопрос. Вот самая простая песня Ибраима Ага. Он дува тоже, Менде Япаида. Он тоже кокоский. Я ему говорю, Ибраим Ага, вот это обычная гармония российская. Севдам сена. Севдам сена. Есть же песня? А он говорит, балам, эта песня, я, говорит, 97 лет прожил. Я, говорит, 100 лет назад бита Ерлайна, говорит, за этим, за забором, когда белье вешало. Я думаю, такие старинные песни у нас, что ли, есть. Гармония русская, современная, даже сейчас, если сыграешь, я завшама кордом сена еже, та-ра-да-да-да-да-да-да. Полностью гармония русская, а за 100 лет назад уже нас пели в Крыму. Я удивлялся. Какие даже. Песни были любимые у вашего отца? Но у него все сложные песни, все старинные песни. Он сам без заказа пел. Мавлем, любимая его песня. Потом Арабалар. Потом Севдам Сена тоже любил эту песню петь. Вот часто по радиоприемнику передают у нас
потом Медных Хамтана Зацеле. Ну, именно старинные песни. Так что, когда я... Были какие-то песни, которые вот сейчас неизвестны, которые он пел? Ну, еще это, я когда первый год играл на свадьбе, и мне последние песни заказали, Тюрогла. Если ты это споешь, значит, ты все знаешь. Я говорю, я спою, если вам надо. Я говорю, где там запись есть у тебя? Он говорит, есть. Вы сыграете? Да. Сейчас, говорю, я спою. Они второй, говорит, сыграли. Я спел, хозяин смотрит на меня. У меня же все на ушах. Мне только текст надо. А сейчас глаза не видят. И текст не поможет. У вас остались вот эти старые записи в тетрадках, да? Я все отдал, в Турцию отдал. Попросили туда. А мне зачем они нужны? Ну, копии не оставили себе, да? Нет, нет. Вообще я не знаю, как можно такие вещи отдавать. Ну, тетка попросила, и пришлось в Турцию отдать. Мама ваша откуда родом? Она с Алматы-Архана. Из какого рода? В смысле? Ну, фамилия у нее какая? Как Османа. зовут её? Айше Османова. Османов фамилия. Какого года она рождения? Тоже 24-го. Она Вот. пела, нет? Она не пела, она вообще не любила музыку. Такая была у нас, как судья была. Такая. А фактически моя дочка покопалась. Дедушка Осман. Он не то майор, не то полковник. В Севастополе во время войны убили. А второй, это ее брат. Это Мустафага. Он был майором. Его после войны погоны порвали и отправили в Ташкент. После войны. Его хотели живым закопать. Он с корабля вот так махал руками, чтобы его вытащили. И сказали, блин, это, оказывается, живой. Хотели закопать, говорит, трактор. Но ваши родители познакомились еще в Крыму или уже... Это очень история длинная. Они в Германии познакомились, в Австрии. Их забрали как гастарбайтеров. Да. Она в Австрии была, он в Германии был лагерь. Юзенбург или как там назывался, не знаю. Оттуда троем они убежали. Асанага, он и Фкритага, композитор. Он здесь закончил... Салединов? Да. Скрипач? Да. Но он тоже крутой музыкант. Но он уже умер. Да. Его... Там в Германии случайно не записывали на этот... Они там играли вечера вдвоем. На скрипках. Их одевали фраки, и они там играли вечера. Когда талантливый человек, он везде талантливый. И они пешком пошли... Они пешком пошли, да, куда по глаза глядят. Хотели в Крым попасть? Ну да. И пришли сюда или нет? И главное, по дороге немец там идет, весь вооруженный. Гранаты, автоматы, Эрбищибар. Спрашивает документы. Асанага, он уже не живой, может быть. Но он в Алмалыке жил. Я его детям играл свадьбы даже. Он говорит, Люман. Он говорит, не. Выкрысыбар, йок. В грудь один удар, и немец умирает сразу. Грудную клетку ломает сразу. Такой был чувак. А сам его встретишь, скажешь, никогда не подумаешь, что он такой сильный, крутой мужик. Но они в Крым не попали, да? Не попали. Они сразу Они сказали, что нас выселили. Да, он с третьего этажа упал, отец в Австрии, когда они строить дома начали, и тачка с камнями по голове ему после приземления на землю.
И он в госпитале полгода пролежал, и там хирург сказал: давай не выходи, я тебе помажу голову, как будто йодом. А то, говорит, могут и убить. Война не закончилась, война закончится, я тебя сам выпущу. Его спас немец. А он их растерял в тот момент. И тогда они познакомились с вашей мамой? А он маме через колючую проволоку на свидание ходил. А они с автоматами стояли, прожекторы горят туда-сюда, а он проползал. Ты не боялся на свидание? Разве можно ходить под автоматом пули? Он такой крутой человек. И они потом попадают в какое... Потом они убедили хозяина, что она его сестренка родная, чтоб не трогали. И они вместе вышли и говорят: шаг вперед в Америку, шаг вперед на родину. Он говорит: шаг вперед на родину давай. А мама говорит: нет там родины. Это, говорю, моя хозяйка сказала уже: все, там никого нету. А он не поверил, взял за руку, она маленькая, около него по поясу, вывел и уехали, в Ташкент приехали. Это тебе коротко все рассказываю. И отец ваш попал, наверное, Попали режим. в комендантский режим, и это самое. В конюшне родились мы с братом. Просто конюшня была, дверь поставили, окошко маленькое сделали, одну лампочку и одну кровать. Что, открыть? Бар. Да, Так. Расскажите вот про вот эти все свадьбы, то, что вы сами были очевидец, как отец ваш начал выступать, ездить по свадьбам, петь. Его, вы говорите, в Хайтараму приглашали, да? И он сам пошел, я тебе расскажу, даже не поверишь. Ему сразу, когда услышали его тембр голоса и очень громкий, оперетный певец, ему сказали: ты не подходишь, микрофон лопнет. Короче, избавились как от меня. Помнишь, я тебе говорил, когда таланты приходят куда-то играть и петь, его не любят. Это кто это его так сказал? А я вот точно не знаю. И вот это его сделали, как будто он смычок свистнул. А он, такой человек, никогда $100 не поднимет с земли. Скажет: хозяин есть, он его все равно привет найдет. Но он, наверное, знал и Сабрие Реджепову. Да, он всех знал, но фактически его просто побоялись, что он сильнее. Если он там спел бы на сцене, там другим уже нечего делать. Как-то получилась бы сила, неравность. Я не хочу сказать, в каком что... году его записали? Его не записали, его просто прослушали и сразу сказали: вор. Но вы говорите, вот остались записи. А эти записи, это мы сами записывали. Но сейчас выясняется, что, кажется, есть и пластиночные, вот Рифат говорит. Нет. Надо выяснить это. Он может вам подсказать и, может быть, даже вам даст эти записи вашего отца. Вы расскажите, в каком году вы записали на магнитофон его? А это мы ревер, помнишь, сделали ревер с этого, с ноты. Мы сделали ревер, и чтобы не это новые брать пленки, и она записывает заодно. Ты потом дома приходишь, брат хороший отсортировывает, стирает и заново как ревер. Ну, эхо. Ваш отец до какого года дожил? До 2008. Нет. 8, да. До 2008, да? Он же переехал в Крым. Здесь он умер. И получается, до последнего 8. пел он, да? 8, да, до последнего пел и скрипки делал, до последнего. Но там такая жена была, что она ускорила его жизнь.
чтобы все наследство себе забрать. Ну вот вы начали рассказывать про то, что вы ездили по разным свадьбам, по разным регионам и видели разницу в традициях, да? Да. Вот что бы вы отметили, допустим, Самые крутые традиции у цыган осталось. И фольклор, и традиции, и музыки, которые даже некоторые свадебники даже не знают. А в чем она заключалась? Что делали? Какие обряды, я не знаю, лишь в чем была особенность? Потому что когда первый раз я увидал, я даже ошарашился, что это наши обряды. Крымские цыгане? Да. Сарайские? Да, да. И в чем, допустим, какие были обряды, что вас удивили? Вот Траша Авасыбар специальная музыка. Куреш Авасыбар специальная музыка. Да. Потом это, в общем, это рассказывать надо, вот этот подносы. Хозяин, пока свадьба начинается, он уже столько зарабатывает, что уже на 10 свадьбу хватит. Столько деньги давали. Шабаш видели, да? Шабаш видал, конечно. За каждый стакан деньги дают. Все видал. Ну вот эта лепка, она была изначально у нас, да? То есть лепить Да, деньги. лепить деньги. Вот это, который... Выходило сколько человек танцевать? Ну, только двое, например, если начало свадьбы приходит, часов 5, я тебе уже рассказывал, на подносе приходит шампанское, там вино сухое, там коньяк, маньяк, на бутылках, обычно 3 бутылки ставят, и на них по полтиннику, по 25, это в 80-м году, это много, даже в 79-м, это деньги такие большие, хозяину доставались сразу 250, 300, 400 деньги, понимаешь? Ну как свадьба начиналась? С какой музыки? Вот некоторые говорят, вот Мисс Хорхозе, допустим. Мисс Хорхозе это именно невестный марш. Это для них марш. А для гостей какую музыку исполняют? А там уже какой хочешь играешь. Хоть тибетский марш играй. Все подходит. Какие песни заказывали старожилы наши? Вот вы рассказывали, что один пожилой крымский цыган заказал у вас... Арабала заказал. Это был 80-й год как раз. Как я себе новую колонку купил за 750 для гитары. И весь вечер играл на этом. На гитаре. Какие особенности, вот, допустим, если вы приходили на нохайскую свадьбу, или, допустим, там, южнобережные, ну, допустим, Ногайлар, они, по-моему, начинали свадьбу в обед, да? С 8 утра. Или даже с 8 утра? Да, с ума сойти там. Просто вот число, получается, количество дней, которые праздновали во время свадеб, очень разнообразное. Некоторые говорят там 2 дня, некоторые 3 дня, некоторые 40 3 дня играл. 3 дня играл в 76 году. Я вот не пойму, почему такой разнобой. Не знаю, вот он сам, хозяин, был депутатом этого района, Сырдарьи доезжая. У него именной трактор был, 2 сына было. Мы 2 дня играли у невесты, и 3-ю свадьбу играли совместно. 2 Киева, 2 невесты. За 3 дня, в 76 году, мы заработали по 1000 рублей. Какие танцы каждый заработал. Исполняли? Ну, хайтарма это понятно. Да, хайтарма. Какие виды? Ну, аграва туда-сюда. Какие хайтармы вы знаете? Хайтарма много. Эти карб хайтармаса, это потом
Ну, Хайсар Мачок, я, правда, на заказе сидел, но как-то внимания не обратил. Всегда говорил, чтобы играли. Сам впереди всегда стоял на гитаре, заказы принимал. А все с головы вылетает. Не, ну Бахчисарайская. Бахчисарайская, да. Что там еще? Конечно, Ткакура, который в Америку съездил, Хайтарма очень славилась. Ну, это потом уже. Американская Хайтарма, да. Это потом он, да, и Петри. Ну, потом вышли и Кокоцкие, и разных Хайтарма, конечно, их очень много разнообразия. Но фактически это все взято от старых музыкантов. Ничего нового не играется. Это кажется, что они играют новые. Они начинают, например, Кокоцкий начинает играть, и через минуту переключается на Бахчисарайский, и там Карым Хайтармасы, и побежала. И обратно возвращается, и Кокоцким заканчивает. А типа... вот вы рассказывали, вот Вари-Радж, допустим, танец. Слышали или мелодию «Эски Вари-Радж»? Я только слышал. Но не можете, да, ничего сказать, как танцевали его? Нет, не... А вот вы сказали, Дангалах, его когда танцевали? Это в 50-х годах. Но во время свадьбы или просто? Во время свадьбы заказывал чувак, который может танцевать этот танец. Я просто в Ауште записывал мелодию, но танец не видел, но мелодию записывал. Да, ну вот этот отец играл, когда ему было 6-7 лет. Это на своей самодельной скрипке. Потом, чтобы сделать свою скрипку настоящую, он 2 пацанов взял, и они пришли, 3 дня шли с Кокоза пешком. Купили скрипку, он деньги накопил. Он ее расклеил, посмотрел, как делается, и начал сам делать скрипки. До войны он сделал 5 скрипок. Его братишка сказал, это Зинемджи, его родной братишка. Немцы пришли, забрали эти скрипки. Ему тогда было 17 лет, он уже 5 скрипок сделал. Это что значит? Это Всевышний ему задание дал делать. Вам приходилось часто играть и общаться с крымскими цыганами, да? Да. Как выдающиеся музыканты наши. Расскажите, вот какие слова вы знаете из крымского цыганского языка? Я много не знаю. Ну, хотя бы несколько. Вот то, просто неудобно, они не так хорошие слова. Из-за этого я не могу сказать. Ну, допустим, вы говорили, вот туалет как будет. Метро, да? Нет. Метребе. Метребе. Да. Потом богатый человек. Чае это чевиха. Не, богатый человек, вы сказали. Баро. Барон. Да. Какие еще слова вспомните? Это уже прошло. Ну, сколько 40 лет почти прошло. Сколько стоит, вы говорили, как сказать по-крымско-цыгански? Это я не знаю, потому что я же базары тогда не были в Ташкенте. Тогда здесь продавали. Из таких музыкантов вам пришлось пообщаться? Энвер Скрипач. Шерфидин. Я в 66 году встретил его в Самарканде у своего отца-друга Вапаха и балетмейстера. Он в 5 местах работал балетмейстером, сам был скрипач и вокалист тоже Вапаха. Вот, он зашел тогда и спорит, я на скрипке занимаюсь. А не опасно, я говорю, вот экзамен сдавать надо. 66-й год, он говорит, ну, а что, скрипку играешь, что ли, балом? Я говорю, да, дай сюда посмотрю. Как начал играть, у меня волосы дыма поднялись. Мой отец Емшактан чала, Догрдан чала. Они же с импровизациями играют постоянно. А я думаю, почему они так играют с импровизациями? Я говорю, дорогая, а что вы сюда приехали? А у нас, говорит, я в Хайтарме работаю. Приходите сегодня, это самое,
я там буду играть на скрипке, послушаешь меня там на сцене. Я пришел в Апаха. Но все цыгане же друзья, они даже как родственники. А я в этом круге постоянно крутился, они думают, тоже цыган с детства. И, короче, я пришел, и он когда заиграл один, без аккомпанемента, и у меня, брата, волосы дыбы поднялись, и аж искры как будто идут с головы. Ну, вот талантище. Такого человека нигде не найдешь. У него же... Закончили музыкальную школу, да? Я музыкальную школу. В Ташкенте? Да, и то я хотел закончить 7-летку. Евреи сказали, если хочешь учиться, пусть 8 лет учится. Я 8 лет учился. Но в музучилище уже не пошли. Нет, я хотел после армии, но потом, сам знаешь, Балачага, семья, и приехал, короче. Потом 2 года готовился, обратно не получилось, и так. С какими музыкантами вы еще пришлось вам общаться и играть вместе? В Апага хороший тоже был скрипач и балетмейстер. Очень новые всегда вещи приносил отцу. Я помню вот это же. Эминем. Ой, забыл все слова. Песня есть про Эминем. О, Яндам, Джанам, что-то такое. Эминем, Хашлара, что-то такое. Вот эту песню он принес, отцу играет и на него смотрит. Все нечего, меня ломается. Вот эта песня сейчас будет популярной будет. Они, оказывается, постоянно общались между собой, и все песни новые записывали заново в мозги свои. Потом я плохо запоминаю. Мне 2-3 дня надо учиться, чтобы наизусть выучить. Потому что безмозглый сам. А это отец, я говорю, там Физиалиев продул песню новую, Алустадан. Да. Я говорю, а вы сыграете? Я говорю, мы сыграем. А что, вы уже знаете слова? Он говорит, я его вчера слышал по радио. И все? Он говорит, все. И вы слова уже знаете наизусть? Он говорит, знаю. Это он настоящий артист был, конкретный. Ему учить не надо. Это Эйгузель Харам, что ли? Вот это? Да, да. В каком году? Это я не знаю, в каком году вышло. Короче, мы на свадьбу поехали, играем, а отец поет, как будто все знает уже. И никогда листок не видал у него, чтоб был, чтоб он читал и пел. Вот какая разница. Достичь отца. Но у вас сохранились его фотографии? Да, сохранились есть. Какие-то его скрипки, да? Да, это уже есть, да. Может, какие-то записи, воспоминания? Ну, записи у меня нету, потому что магнитофона у меня нормально нет. Но если ты придешь, у меня есть кассеты, которые уже почти не работают. Я тебе могу их отдать. Старые пластинки, да? Нет, вот кассеты есть же круглые. Бобины, Вот эти бобины, да. Можно оцифровать, да. Вот я тебе их дам, а ты сам что хочешь, что делать, там записи много есть. Мне это племянник заинтересовался, магнитофон купил, а он не выходит оттуда звук. Что-то там есть. Очень вот тихо. Вы говорили, что турки продавали его песни за Его $1. Вот расскажите эту историю. Как они вообще в Турцию попали? Я не знаю, как вот Искендер, мой племянник, моего родного брата, сын, сказал, мне обидно, говорит, за $1 продают отца песню. Значит, они Дедушкина. попали туда? В Турцию попали. Значит, кто-то записывал? Да. И он, чтоб его не продавали, он все эти песни в интернет записал и оставил там. Может, кто-то стер, я не знаю. Он сказал, что пускай бесплатно переписывается. Все равно его нету. Правильно? То есть эти записи должны быть в интернете? В интернете где-то там, да. Вот такие дела.
Но у меня очень много еще вещей есть. Про Камбуровой двери знаешь? Да, да. Про него у меня с детства есть. Когда отец его забрал с детдома рахитом. И чтоб он не умер, с собой таскал на свадьбу вдвоем. Он играл на даре, а он на скрипке. Ну, где-то 25 километров там от Ташкента, в этом Каракамыше, там где-то там свадьбы если бывали, а тут там поиграют они вдвоем. И вот сам Камбуров рассказывал. На шею посадит, отец здоровый мой был. И домой. Бандиты говорят, кто это идет? Да это люди с халтуры идет, говорит. Пускай идет, завтра Мурку нам поиграет. Короче, его не трогали бандиты. Только менты трогали, а бандиты не. Он потом стал выдающимся музыкантом, да? Потом он играл на даре. Потом он взял его в группу. Обучил. У него все музыканты, самый много отсидел 17 лет, самый мало отсидел 10 лет. И всех, которые с ними работали, все они тюремщики. И, оказывается, можно обучить языком, как играть, правильно играть. И вот он, Харин-ага трубач, Исуф-ага трубач, два родных брата. Имрасан-ага 10 лет отсидел, Харин-ага 17, Исуф-ага 13. Ну, короче, там такие музыканты были конкретные, да? Если ты слышал бы, да, с ума сойти можно. 3-4 голоса играют, да? И 2 кларнета, 2 трубы. И я такого еще не видал. В Критага 2 скрипки. Отец играет там, он аккомпанирует за место аккордеона, клавиши нету. Потом тот аккомпанирует, мой отец играет. Это симфонический оркестр был. 9 человек. И как-то они свадьбу играют. Это сейчас такой момент я расскажу. Это за Черняевку. В Ташкенте Черняевка есть. Там Казахстан начинается. Там, как там назывался? Слева. Бастандык? Нет. Черняев. За Черняевкой сразу. Я тебе говорил это название. Короче, там татары жили, тоже выселили туда. Казахстан. Ой, как называется? Ну, не имеет значения. Прям, да. И они играют, и там ходит там 5-6 человек. Мен Аллах, мен Пегамбером. Отцу это надоело, а отец был здоровый у меня. Он говорит, мен Пегамбером и Аллах. И подошел один чувак, он как он въехал, и иногда он сразу, скрипач, один раз ударил, иногда. Они говорят, 1-6 братьев сейчас придут и столы разнесут, и ваши компании всех поубивают. Они, я поехал, стой, Акельдак, куда убежишь? И пришли 6 братьев, и это все 200 человек, за ними погнались. Они забежали домой. Это самый интересный момент. И Харин-ага 2 брата родных. И Исуф-ага держит ручку. Ручка железная есть, которая 2 шурупа здесь, 2 шурупа здесь. Она равняется. 4 руки держит. Лиман-ага, ручка выровнялась, 2 шурупа только держит. Тут у нас Ольдерер говорит, тут у нас яхши, ручка вылетает, и эти люди забегают туда. Той сабоснимке. Вот тебе забегай. Это Самаха рассказывал карантист, Камбуров старший. Это не отец рассказывал. Все, что я знаю, все его еще друзья рассказывали. Я говорю, а что Рустам Ага дальше? Как вы остались живы? Дувар якулды, оказывается. Задний.
То есть вы хотите сказать, что драки были частые на свадьбах? Очень такие частые, что невозможно. Иногда думаешь, что убьют. Люди выпивали, да, хорошо? Да, вон не доедешь никогда. Но вы застали, когда еще люди Я за эти такие драки тоже, да. раздельно, женщины отдельно, мужчины Да. Вы застали, да? Я даже застал, когда свечи нас ставят у невесты и у жениха. Что ли, или что? Да? Ага. Я испугался. Баба не был. Судак Тарафтан, пятилетки, свечи поставили. Одну свечу для нее, одну сюда. А сейчас На свадьбе, что ли? на свадьбе. А, И Базилхалкта тоже такой, что ли, есть? Он говорит, я... свет был, что ли, или что? Или... Нет, просто. Кто больше проживет? Свеча догорает. Это же просто, это неправильно. Вы ходили, отдельно играли для женщин, потом для мужчин, или как это было? Или только для мужчин играли? Нет, для мужчин мы играли, а женщины, а просто чтоб ошек больше колбаса, деп отдельно сажали. Пускай они сами свой ошек у себя остается. Ну, были какие-то женские песни, танцы, мужские песни, танцы. Такое было разделение? Нет, почти не было разделения. Нормально. Допустим, всегда танцевали? Хуран танцевали, да. Ну, и на степных, в Ногаев Везде. танцевали. У вас в Кайтарбе работал, каждый раз в конце Хуран танцевали. Обязательно. Концерт кончился, Хуран протанцевали, поклонились и ушли. Но вы оставались до утра почти, да? Такое бывало, да. И потом подходили к вам вот эти старожилы, и была традиция заказывать какие-то... Ну вот еще обычно у ногайские свадьбы Сабаданола, ну там приезжаешь, это чтобы слишком в 8 не приезжать, приезжаешь там 2 часа дня, самое поздно, а то старики разлятся. Они два япапта, сюда чекалар. Я один раз помню, сказал Кенте. И один молокай вышел, так смотрит. Все старики выходят, да Кенец мандат стола утроих. Это вообще кошмар. Пьют. Думаешь, какая свадьба может быть после этого? Молокай так стоит. Монабуд Адам говорит, Апкенец мага. И двое идут, тащат его. Ничего не замечая. А мы с Камбуром и Вером играем в свадьбу. У нас зимняя кампания была. По осени до весны мы 4 играем. Всегда. Этот молокай притащили этого мужика. Он так, одна нога деревянная от колена. Пекетел аяган на землю как надо. Как шамар берда, 3 упали. Я говорю, 2 часа дня, это свадьба, начало такое, и дорогая, как дальше будет свадьба? Хорхма физи, все будет нормально. Это они сейчас по месяцу уйдут, сейчас другие будут замены. И действительно, до утра была нормальная свадьба, а старики что-то не поделили, после 2 друг друга побили. Каких вы знали музыкантов еще до военных с Крыма, может быть, Кокиуста там или... Нет, после военных я не знаю вообще. Может, отец с кем-то общался и... Ну, отца, я тебе друзья, скажу, может быть, были. отца все знают, конечно. Благодаря ему и меня тоже знает. Иногда даже и не знает, что я его сын. Потом узнает, начинает дружить. А мы уже приехали. Ничего у нас толком не осталось. Вот так. Это вы в каком году вернулись в Крым? В 89-м. Сразу в Симферополь, да? Да. Прям сразу в обед купил участок и начал копать И землю. отец с вами, да, жил? Нет, это я один. Я просто, знаешь, такой акай, который ничего не боится. А отца где похоронили? Здесь он приехал Попозже? ко мне.
Нет, Бахчисарай похоронил около Алашки, Это в каком месте похоронено? Викторовки. А, Виктор? Да. Там Алашка, двоюродный брат, он и Огианамште. Так вы вплоть до каких лет здесь играли на свадьбе? Я 1 год отыграл, и мне даже впечатление было какое-то другое о своем народе. Вот, например, играешь песня, я сам его же не пел, но заказали, например, Баловча. А музыку-то я знаю конкретно. Отец пел, а мне надо было на гитаре обрабатывать, и я слова не запоминал. Мне как бы красивее поиграть. Правильно? Музыкант – это твое дело. Ты должен хорошо для вокалиста преподнести. И потом, когда начал текст читать, чистые скрипты, я сам удивился, что, оказывается, такой смысл слов есть у нас в песне, да, глубокий. Его передать невозможно. Это прочитать, и крыша съедет. Говорит, вот в этой песне я сразу, когда первый раз спел, там я сразу запомнил, что вот богатые живут очень короткую жизнь, а бедные очень длинную жизнь живут. Прям в песне. Я не знаю, слова есть у наших народников, которые поют сейчас в Балахче, не знаю. А там старые слова такие. Значит, богатый кефлем в юре, кайфует, эрби чибар, жрать есть, и быстро заканчивается жизнь. А бедные, вот бурлаки откуда вышли? Рыбачи есть, корабль тянули вот так. А казахлар кайфовали на корабле. Они целый день по берегу корабль тащат. И тот, кто тащит корабль, у него омар озунова. Он думает, когда она закончится, чтобы отдохнуть на том свете. Смысл такой. А вот вы говорите, ваши все записи в Турцию, да, забрали? Я не знаю, кто-то там умудрился, туда утащил. Почему? Кто-то там был собиратель какой-то или что? Я не знаю, вот кто-то, значит, собиратель был. Не, ну вы говорите, я вот свои записи отца отдал. Не, я отдал тетрадки текстом, который брат записывал. Он записал 1600 песен у отца. Это все он наизусть знал. Представляете? И кто-то в Турцию забрали, да? Тетка моя попросила, чтоб там пели эти песни. Но вы копии не оставили, да, этих тетрадей? А я от злости. Сначала я знаю, что у каждого музыканта есть свои талмуды, где они поют эти все песни. Да. Ну, я потом дальше хотел не дать, потом хотел не дать. Потом внук приехал с Херсона. Я, говорит, туда еду. Вы дадите или не дадите? Все отдал. Я петь не смогу, ничего не вижу. Вам надо было ксерокопии сделать? Да ладно. Он решил, что песни пусть живут. Ну да, чем конечно. лежит тетрадь. Пускай Турции тоже знают наши песни, я так считаю. Ну, а вы сами свои записи не делали, как вы играете? И сохранились, может, где-то? Не. Я стыдился всегда себя, как я плохо играю. Ну, наш радиокомитет или телевидение не приглашали? Не, я в Хатарбе работал, мы там играли. Потом Физиалиев сделал это в Черчике, в Нижнем Черчике ансамбль. Я тоже там играл, на телевидении приезжали, мы играли. А так специально. Это вы в Хайтарме в Узбекистане работали? Да, в Узбекистане. В Узбекистане, да? И у Физиалиева тоже работал. Он это сделал, как называется, когда вот это
самодеятельность. Чички. Кого бы вы выделили самые крутые вокалисты наши, музыканты, там, Дариджи, Кеманиджи, там, вокалисты, вот, допустим, вокалисты, да? Рустем Кого бы вы Меметов. на первое место? В данный момент Рустем Меметов. Не, а вот раньше? А раньше? Отец. Но отца я никогда не хочу подчеркивать, потому что я же рядом с ним постоянно играл 18 лет, и я не знал, что он такой крутой. А Когда- Бейбутов его... Такое было. Они работали с братом в Чинабадском санатории, всесоюзного значения, желудочно-кишечного. И мы там играем концерт, и вот это две песни Рашид Бейбутов спел в зал. В зал спел Дағладаш думанда, келе думанда, аманды мен думанда. Очень красивые песни Рашид Бейбутова. И смотрю, Рашид Бейбутов поднимается, а мне 14 лет. Это где-то 64-й, 65-й год, да? Крути головой. Да. И, короче, он говорит: Люман, не модай опасен. Давай, поехали, говорит, в Азербайджан, 4-комнатную секцию дам, в театре будешь работать, и тебе весь мир будет знать. Это самый сильный вокалист в то время в Азербайджане был. Он соловей Азербайджана был. Это кто это? Рашид Бейбутов. Вот известный, да, конечно. И вот, а я вот так прыгаю, а мы в 15 квадратных метров 5 человек спим. Больше нет. Отец на заводе работает, а вечером танцы играет с братом в этой санатории. Все-таки жалко ты. А он говорит: Йох, мен мында той çalам, ақша қазанам, говорит, мага ете. А он говорит: ну при чем здесь ақша қазанам ага? Или весь мир тебя узнает? Это же разница большая. А вот самый лучший скрипач, допустим. Кеманиджи, Самый какой? лучший скрипач — это Эльвер Ага. Эльвер Шерфидин. Шерфидинов, да. Потом, допустим, на Даре. Потому что я с ним сам свадьбу играл не раз. И чтобы сыграть, узнать человека, это минимально 10 свадьб надо сыграть. И когда бы я один раз ему заказали кантри, я думаю, не справится. 5 утра, Албалык, 7 градусов мороза. Мы в пиджаках, 7 ноября. Я уже говорю: дорогая, я больше не буду играть на гитаре. Я домой убегаю. И домой забежал. Он когда начал играть, что ж там, я сам скрипач. Американец так не сыграет никогда. Хорошо. Узбекский, он сыграет манаджат. Узбек никогда так не сыграет, как он на скрипке сыграет. Это скрипач от Бога, 100%. У меня просто вокалист сильный и скрипичный мастер. У каждого чего-то есть, правильно? Он же не может быть всеталантливый человек. А дорогая, это, конечно, певец он не такой сильный, но скрипач. А вот на старых инструментах вы застали, видели, как играли там, допустим, сантыр или саз, или... Нет, в то время никто не играл в Ташкенте, вообще никто не играл. Это здесь Джебиль Кариков начал внедрять это, да, возрождать. Между прочим, мой хороший друг уехал в Голландию. Допустим, Дариджи, кого бы вы выделили такого самого видного? Самого недавно умер, как около года, Зияга был. Дариджи моего отца. Кокосский тоже. Как фамилия? Фамилия Бельмлим. Я его такого не видал больше, никогда и не слышал. Длинота на 5-10 метров,
Потом она летит, ковыркается, он туда, дальше начинает играть. И никогда не роняет. Ты представляешь себе? И так четко играл, высокий, сухой мужик такой. Ух. Какие музыкальные группы вы знали по Узбекистану, допустим? И умер он 99 лет. Недавно. А это он какого года был рожден? Он отца, это... 20-го года? Нет, он 24-го был. Видите, не застали, мы его записать надо было. Сильный Какие дальше. музыкальные группы вы знали по Узбекистану? Такие вот... Ну, там очень много групп. Даже на инструментальном заводе 6 групп было у нас. Это уже 60 человек. Представляете? Ну, может быть, среди них каких-то известных. Ну, там был Шевкет скрипач. Он с Ферганы. Очень сильный, крутой скрипач был. Такого тоже. Он молодой, разбился в Донском, когда ехал в Крым. И похоронен в Донском кладбище, есть там похоронен. Он пел сильно. Он играл на скрипке, консерваторию закончил. Куда вам с музыкантами пришлось ездить? Приглашали вы, допустим, вас в Краснодарский край, там, не знаю, еще куда-то? В Крым приезжали, Новороссийск приезжали, Краснодар приезжали, Фрунзе приезжали, Карши приезжали, Бухару приезжали. В общем, куда только не приезжали. Это вы в каком году первый раз в Крым попали? Ой, не помню. В 70-х годах это все. После армии. 76-го года где-то, 76-го, 60. Уже здесь крымские татары были, да? Да. И как Группировались они. что вы здесь играли, вас никак это не преследовали здесь вообще? Нет, не преследовали. Почему-то вообще не преследовали. Мы по 3 дня не могли улететь отсюда в Ташкент. Прям с аппаратурой вместе приезжали, с барабанами. Это ужас какой. Самое главное, чтобы в Крыму побыть. Ну и как у вас первые были впечатления о Крыме? Люди очень дружны были. Очень. Любили друг друга, уважали. Все собирались. Сколько есть в Крыму людей, все на свадьбу приходили. И бая адам бары, тойда. Я думаю, что не было человека, который на свадьбу бы не пришел. Ну вот вы в Кокос ездили? Да, конечно. Знаете, да, где отца дом, все это. Вот это мне не показали. Они знают, что я пекаты кадам, я могу отнять. Претендовать. Не претендовать. На встречи Койдишлер не ездили вы? Нет, последний раз я его слепой же уже 3-4 года. Ну, я имею в виду раньше. Раньше ездил. А так, я сколько спрашивал, пожалуйста, покажите, где дома моего дедушки и отца. И так не показали. А отец был такой, он арабалар япайда. Как его звали? Сиджили. От его фамилии пошли мы. И вот он кареты делал, арабалар япайда. И водяные мельницы делал. И ветровые мельницы делал. Ну, они все высокие, да, были? Голубоглазые? Да, такие, да, да. Просто говорят, что в Кокозе жили готы раньше. Да. А прадед, у него имя даже не знаю, но кличку знаю. Тимархая был. Это Железная гора. И он, когда речка переезжал к дому поближе, Юсупский дворец, а где-то дом здесь, а речка идет под мостом. И он где-то здесь переезжал поближе к дому. И этот лошадь застрял, не может вытащить дрова с бричками.
Он так разозлился, бил, она не идет. Под него залез, плечом поднял лошадь и прошел, вышел на берег с телегой, с дровами, с лошадью. Люди увидали, кличку дали. Такие были здоровые люди раньше. Ну, в национальном движении не участвовал ваш отец или вы? Нет, отец только музыкантом был хорошим. Ну, собирали деньги, наверное, А мы давали всегда. для национального движения, да? Да, всегда. Любой месяц спросит 5-10 рублей. И для нас эта проблема не было. Просто рассказывали, что на свадьбах отдельный танец даже. Но это дальше, это аферисты тоже делали это такими делами. Не всегда бывает для нормальные. национального движения. Может, вы видели, как выступали представители национального движения на свадьбах? Я не хочу просто говорить правду. Там были разные люди среди них, как и сейчас. Просто среди кокосов был видный представитель национального движения. Я сейчас скажу вам его имя, фамилию. Он еще до войны был партизаном. Ну, в то время я считаю, что люди были намного правдивые и умные. А сейчас что-то не верится, что с Узбекистана как-то их в Москву поехали, чтобы там это за движение. А их видно на пляже на Ялтах. Это разве нормально? Ну, это просто разговоры. Ну, вот вы говорили, Нурфет Ага знали. А Нурфет Ага знаю. Он хороший мужик. Я последний раз спросил, говорю, что-то, говорю, вы затихли движение, попутали или что? Так, говорит, все надоело, говорит, вези. Вот сейчас мы, говорит, в Россию пришли, это лет 7-8 назад. И зато, говорит, у меня сейчас от Крыма до Камчатки это все моя родная земля. Ты уже в политику полез. Глотни воду. Выпить Но чай. я хочу сказать, что он прав. Ему это надоело. Его и бить хотели, что только не хотели. Тихо. Когда у него была такая чуйка, он мог определить человек, на чем может играть. Это тоже такое было у него. Когда Камбуров на Даре играл, а пацан растет, на кемане научу. А он жил с вами, что ли? Я тогда меня не было еще в проекте. Он не родной сын был ему. Как он его взял с детского дома. И сам Камбуров Эльвир мне рассказывал о себе. И отец его научил на скрипке играть. Я думал, что он врет. У нас часто это бывает. Я ему скрипку дал, поиграй что-нибудь. Смотрит и играет конкретно. Думаю, ничего себе. А труба, когда научились, после скрипки, говорит, я научился на трубе играть. А почему? А отец определил, что с меня трубач будет лучше, чем скрипач. Я, говорит, резкий, а трубачам надо быть резкий адамлар. Ну, ставку ставить, такой разговорчивый. Как и в музыке, так и в деле, так и в жизни. И вот такой он трубач стал. Потом, когда мы в Алмалыке последний раз я играл, год, это 89-й год, но он часто пил, я за ним ходил и контролировал, чтобы он не пил. А все говорят, что он телохранитель, что ли, твой? Я говорю, нет, просто так надо, я за ним хожу. И я как раз пару хайтарма придумал дома. Я говорю, давайте один сыграю, потом второй, а вы подхватите и сделаем нормальный хайтарма. Вы, говорю, никто его не знаете, но все профессора, вы все играете.
Я взял гармонию греческую, а ноты татарские, чтобы было не похоже ни туда, ни сюда, но интересное. Вступил, как начал играть, я его не смогу пропеть. Голоса тоже нет толком. А брат аккомпанирует, я на гитаре. Видишь, она и вроде татарская, и не греческая. А где вы слушали эти греческие мелодии? Откуда черпали? Она черпала от магнитофонов. То есть у вас были различные записи? Да. Я иногда на свадьбу возьму какую-то песню греческую, слова татарские воткну туда, приду, сыграю, спою. Все на меня смотрят. А что за дела? Откуда эта песня такая? А вам не приходилось попадать в Донецкую область, где живут греки Приазовья, Урумы, Ромеи? Нет. Не были в Мариуполе? Нет, никогда не был там. Не доводилось, да? Нет. Но у меня была у первой жены гречанка. Я в себе там часто бывал. И у них, оказывается, компания точно такая же, как у нас. Кларнет, даол, даре, скрипка. Вот. Даже инструменты такие же. И хайтарма тоже играет. И когда мы дома танцевали хайтарму с женой, греки на нас смотрят. А вы откуда знаете эти танцы греческие? Я говорю. А она какая была гречанка? С какого региона? Ну, прям с Греции была она. С Греции? А то да. есть краснодарский. Есть. Не, она прям гречанка, она была. Как его? Тула, да. Короче, она как партизанка была. С матерью чухнули оттуда. Там черные полковники были или что-то такое. Потом она возвратилась. И что немаловажно, 30 лет прошло, ей землю, говорит, это ваша земля. Отец в Словакии умер, а это ваша земля. Ей землю. Оставил землю ей. У нас такое есть? Вот отсюда выйти, через неделю кто-то другой будет жить. Ну, вы ходили на концерты, когда приезжали с Турции наши известные, допустим, Нилюфер там или... Нет. Я когда в кабаках работал, у меня времени не было. Я 6 часов уже в кабаке начал работать, и 2 часа ночи заканчивал. Всегда. Из-за этого у меня общения с музыкантом нет. Они меня знают, я никого не знаю. А здесь вы в каком ресторане работали? Почти во всех. Где платят, там работал. Саунас Фюзиагаз за такую интересную беседу. Машалла, вы молодцы, много чего знаете. Но я, конечно, не все у вас еще успел спросить. Мне очень конечно, много. Было интересно и фольклорные ваши какие-то знания записать, какие-то песни. Ну, это я точно не знаю, потому что я просто гитарист был, гармонист. И там и бас пролетал, и соло пролетало. Ну, все, что успевал делать, то и делал. За 3 работал. Один сам. Некоторые музыканты приходят, смотрят. А что? А где басист? Говорю, вот. Как так? А я колонку делаю. От баса отдельный звук, а ритм отдельный. Ну вот какие изменения произошли в традиции свадебной сейчас? Вот то, что вы увидели в 50-е, 60-е годы, как проводили, и сейчас вы видите разницу? Сейчас вообще магнитофон, пацан сидит, ничего не делает и считает, что он свадьбу провел. Ты пока живой музыкант не играет, пока до него докопаться невозможно, это не свадьба. Ну вот раньше вы видели, как сидели Онбей, Сахбей, Да. Соубей у жениха, там,
ведущий был Аякче, там, я не знаю. Да, это все было. Был в подчинении. Сейчас же ничего нет. Один приходит на свадьбу и всю свадьбу тащит на магнитофоне. И считает, что он музыкант. Чей музыкант? Это неправильно. 100%. Я считаю. Ну ладно. Хай. Чохса у нас связал. Всем за совбол. Вот вы сейчас хотели рассказать, что у казанских татар пентатоника, у нас больше Средиземноморье, наверное, да, в музыке? Ну да, потому что у нас вокруг Европы. Мы как европейские музыканты считаемся. У нас и еврейская, и болгарская, и молдавская. Все, и даже, можно сказать, итальянские есть гармонии, даже в наших песнях. Вот Каракас — это чисто итальянская гармония. Спойте. Я не смогу спеть. Мелодию. В чем она заключается? Она именно там гармония, это итальянская. Если ее разложить на хор, она будет лучше, чем любой хор в мире. Я в 9 классе это понял. Сколько в институте уговаривал Джавид Абдурахимовича, это Черегиева уговаривал, чтобы эту песню спели в хоровом исполнении. Тара, тара-да-да-да-да. Я не смогу. Тара-да-да-да-да-да. У меня вот голос не работает. Она трудная песня. Мне отец сказал, ты его не споешь. Я говорю, спою. До такой степени красивая, да? Вот как у Лилям есть же песня тоже. Это тоже итальянская гармония. Там не русская, не болгарская. Это конкретные такие есть мелодии красивые, да? Крышу сорвет. И у меня просто голос нет, извините. Но вот ваш отец не рассказывал, какие, допустим... Когда он эту песню пел, у меня волосы дыбом вставали. Какие считаются самые древние наши песни, допустим, он такие вещи не рассказывал? Есть у нас это даже вот это Арафат Дахлар, трубная мелодия. Его каждый трубач должен играть. Если он это не играет, он считает, что вообще не трубач. Тоже очень красивые мелодии есть, именно сольные. Ну, из наших журналистов никто не записывал ваши воспоминания? Вот Энвер Озенбашвы рядом вот жил тут журналист. По-моему, а он что, живой? Нет, он уже не живой. Просто ваши знания не записывали журналисты наши? Но он давно умер или как? Ну, лет 10 назад. О, тогда это нет. Или, Это другой Энвер, значит. Приезжали с Казани исследователи музыки 2-3 года назад с Рустемом Коморджи, аккордеонистом. Да, я знаю его, мы вместе же работали. Не приходили они к вам? Нет. Ну, с телевидения. Я как-то рассказывал о брате в 68 году, когда его послали из Ташкента, с этого Чернобадского санатория, на всесоюзный фестиваль аккордеонистов. Он в Москве завоевал первое место. Завоевал первое место, ему дали медаль, диплом, и 20 композиторов лично сам видел, подписались, что соло у него 25 рублей стоит в то время. И когда он устроился Хайтарму работать, ему 240 зарплату дали, а заслуженный певец 160 получает. Это надо как играть на аккордеоне, чтобы завоевать по всему постпространству первое место. Физиалист говорит, хоть медаль дай мне. Он говорит, иди и заработай медаль. Вам пришлось пожить в разных местах, да? Познакомиться с культурой, допустим, и казанских татар, и Узбекистана, может быть, еще какие-то, вы говорите, там, Азербайджан. Что бы вы могли отметить, да, вот, допустим, музыки казанских татар?
что-то, может быть, какие-то сходства, может быть, что-то... Сходства у нас почти нету. Фольклор у них совсем другой. Но красота, сейчас очень хорошо поют. Я тебе скажу, записи присылают. Вот с музыкой Узбекистана, допустим, там Азербайджан, Кавказ, может быть, что-то. Вот помнишь, что певица была узбекистанская, она сама она армянка, Насиба? Тамара Ханум. Мой брат даже ее концертмейстер был. Вот такая сила была у него. А таких не любят люди. Они забывают их, подальше держатся. Чем талантливый человек, тебе его подальше держат. Я даже, знаешь, от своих музыкантов слышал, мне даже стыдно говорить, что Аллаха шкур, что сюда в молодости 20 лет. Вам отец рассказывал про какие-то старинные музыкальные инструменты, вот, допустим, кобузы, да, есть? Кобуз, или как она называется? Вот, типа как виолончель, но она старинная раньше была. Не видели? Вот Нет. Средняя Азия. Там я не видел, он здесь скрипки сделал, вот эту скрипку сделал 5-струнную, и она, как считается, альт. Эта скрипка у меня есть. Вот в книжке Хайтарма там же есть фотография наших старинных музыкальных инструментов. Может быть, вы знакомились с творчеством наших композиторов, вот Асан Рифатов, допустим. Может быть, Янгиульский. может быть, вам отец что-то рассказывал про это? Не, отец мой вообще был неразговорчивый. Все, что я знаю о друзьях. У нас же многие песни и турецкое, да, происхождение Нет. есть, влияние. Влияние очень Османской маленькое, империи. да. Но фактически у нас никогда не было с Турцией даже договора, что мы вместе как-то, даже они не могут претендовать. У нас отдельное государство было конкретно всегда. Просто... Ну, культурное влияние же было. Да, культурно, но я тебе не до такой степени. В песнях Вот, тоже... допустим, Коньялы, Мен, или там, я не знаю, я вам приведу сейчас более 10 Вот эти- песен. вот- Денис Кенар. Кенаром, да, Гоньяла. И очень много общих крымско-греческо-турецких. Скорее всего, эти песни присвоили, знаешь кто? Караимы. Не, ну они да, но я имею в виду у нас. Мне подарил композитор караимский. Все наши песни они поют, все. Я даже чтобы мне аж плохо стало. Думаю, значит, мы вообще ноль, что ли, выходит. И они думают, что я караим. Иногда плохое о нас говорят. Почему у нас с Балканами такие связи в музыке? Вот тот же Тым-Тым есть, по-моему, в Молдавии мелодия это есть. Но это просто своровали. Вид 7/8 есть у болгар, ритм. Вот я точно не помню, кто-то поехал на фестиваль в Москву. На Тым-Тым. Или это Энверагай отец был, как его звали? Или еще старший какой-то скрипач, и у него там что-то расстроилась скрипка под Тым-Тым. Его же подстраивают. И он сыграл Тым-Тым и завоевал медаль золотую. Наш крымский скрипач. Вы, может, видели, Рифат Ага, по-моему. кто-то играл, может быть, еще в 50-е, 60-е годы, может, на хавале видели там, или на... Был вот этот хавал, который руками, этот, как он называется? Вот этот тулуп-зурна, который есть, Да, вот, может, это же оттуда шведский инструмент. вы думаете? Это хан дружил со шведами, и оттуда этот инструмент привез сюда.
И многие, которые даже тулуп сняли, и Кайтарбай играли прямо на этой хавали. То есть вы свидетелем были, да? Да, я такого человека. Вот он даже не музыкант, Тарахтарский Рустем Агай отец, он просто был бригадиром агрегатного завода. Я ему говорю, давай на хавали Кайтарбай сыграй. Он сразу играл. Просто вот этот Рифат, про которого говорил, он, Нет, это вообще не музыкант. он ищет тех, кто, может быть, видели какие-то старинные танцы. Вот Аким Джемилев описал наши танцы, да? Там у нас какие есть? Вот Чубановина, да, у нас есть? Да, Чубанова. Там Хайтарма, Варава, потом... Но многие танцы, вот которые вот сейчас сказали, Дангала, Да. сейчас, может быть, никто не сможет станцевать. Вот именно, не если, сможет. И если вы мне сейчас покажете, я просто запишу, как танцевали. Это, знаешь, по-акайски стоит вот так вот, кулаки сжатые, Ага. вот так стоит, у него давление поднимается, когда он готовится к этому танцу, и так прыгает на ногах, ровно. А вот то, что в Турции есть, вот так друг с другом становятся и в ряд, А и вот похоже, так вот, это... и руками вот так делают. Мужчины в ряд становятся и так. Да. Ну, должны быть такие мужчины Ну, конкретные. Это одиночный был, да? Это одиночный танец был. И как Мустафа танцевал, я больше никогда ни у кого не видал. Он, значит, так сильно любил, он с душой передавал все это, вот этот танец. Там, по-моему, если инфаркт не заходит, до инфаркта доведет этот танец, точно. Просто, может быть, вы сами анализировали за столько лет вот эти все культурные влияния. Вот почему в Узбекистане есть труба вот эта, да, Да. длинная, и в Западной Украине есть, допустим, или Но это есть вот это горловое, да, пение, это да. пение. По-моему, есть в Западной Украине тоже такое влияние вот это. Это украинцы, тоже татары все. Киев – это Киев. Два Киева, два хана там жили. Они сами не могут догнать, кто они сами. Это восточный народ наш. Раньше, в 17 веке, далеко ходить не надо. До Москвы-реки было все по-турски. Писание, все было по-турски. Только за Москвой-рекой казаклар начали появляться, их вылавливали и хану привозили. А они сейчас главные. Обидно. А турецкому, это как Османской империи 464 года. Это немало. Это хрен полвека. А вот ваш отец что рассказывал про Кокос? Какие воспоминания были? Он, наверное, знал там каждую тропу. Он возле баш часто бегал. Ходил в горы. В горы ходил. Еще дедушка, знаешь, чем занимался? По деревом. Кайыклар япай, да? Лодки, да? А как отец пошел через горы искать его, вспомни? Поэтому он был мастер, да, по дереву? Поэтому Ну вот, может, смотрел на своего отца и по дереву мастерством. Ему легче вырезать. А как годы войны у него прошли у отца вашего? Ну вот в лагерях. То, что лагеря. Лагерь и тюрьма. Ему надо было успеть где-то спрятаться, чтобы в Германию не послали, да? А его Он схватили. голодный был, никогда не наелся. И в 16-17 лет на вокзале его схватили немцы, рослый, здоровый, высокий, и отправили в Германию. Yaxşı, çox sağ olunuz.